Добрый вечер. На вашем канале новости. В студии Елена Кобзева. И Джолдош Исаков. И вначале коротко о главных событиях начала недели. Недостроив приступают к ремонту. За дыры на дорогах подрядчик должен нести ответственность. Депутаты хотят увеличить сроки гарантийного обслуживания трасс. Заплатил за проезд и молись до своей остановки. Езда в маршрутках становится все опаснее. Очередной рейсовый микроавтобус прокатил пассажиров лежа на боку. Частные наравне с государственными. ЦИК признал, что не имеет права запрещать коммерческим телеканалам зарабатывать на размещении агитационных материалов в своем эфире. Судьба животноводства в условиях непростой эпизоотической ситуации. Скот в руках частных ветеринаров. Содержать государственных не на что, ответственность никто не берет. Сразу в нескольких местах Узгенского района Волжской области сошли оползни. Крупная земляная масса обвалилась на участке Чермаш села Кысыкалма, оставив под собой 5 домов. К счастью, никто не пострадал. Жители этих построек были вовремя эвакуированы. Для них установили 6 палаток. А вот аналогичное ЧП, произошедшее на участке Эндыбай, также в Узгене, унесло жизнь местного жителя. После продолжительных поисков спасатели наконец нашли тело погибшего. По данным МЧС, накануне грязевые массы объемом более 20 тысяч квадратных метров накрыли жилой дом, в котором находился его хозяин. В поисках участвовали 36 спасателей и 10 местных жителей. Тело обнаружили сегодня утром. Он жил в доме родственников, можно сказать, присматривал за домом. Когда услышал, что началось движение земляной массы, отправил своих детей к родне, а сам остался. В итоге остался под завалом. ЧП произошло в 11:40 ночью. В общем, объем сошедшей массы составил 20 тысяч кубометров. Для нас это было неожиданностью. Мы до этого не знали, что здесь опасно. Этот участок не значился у нас в списке тех, где может сойти оползень. Под горой во впадине скопилась влага от снега и дождя, в результате чего почву размыло и произошел обвал. Маршрутки опасны. В последнее время они губят не только экологию, но и здоровье людей. В столице снова перевернулся бус. 9 человек пострадали из-за того, что водитель, не заметив светофор, выскочил на красный свет. Столкнувшись с легковым автомобилем, микроавтобус упал на бок и в таком состоянии прокатился почти 100 метров. ДТП случилось накануне вечером на пересечении улиц Советской и Горького. До приезда экстренных служб очевидцы помогали пострадавшим вылезать из искореженного транспортного средства. 3 до сих пор в больнице. Предварительные выводы о том, кто поставил жизнь людей под угрозу, свидетельствуют о необходимости принимать срочные меры в отношении маршрутников. После такого маневра пассажиры и водитель 199-й маршрутки остались живы. А ведь бусик прокатился на боку несколько десятков метров. В маршрутке было 15 человек. 7 с различными ушибами и ранами доставили в больницы. 2 до сих пор находятся в научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. 1 подросток в 3-й детской больнице. У него имеется перелом костей предплечья. Девушке множественные ссадины, рана в области предплечья, а второе имеется ушиблена рваная рана в области предплечья. То есть травма, можно сказать, оценить как легкое. Состояние, в настоящее состояние этих больных удовлетворительное, в сознании, адекватные, они свободно общаются, передвигаются, то есть жизнь, можно сказать, не угрожается. 2 будет находиться примерно у нас 10 дней. После выздоровления мы отпустим домой. Одного из пострадавших зовут Мурат. До столкновения с автомобилем он проехал в маршрутке всего 3 остановки. Я сидел у окна с правой стороны предпоследнего ряда. Именно на этот бок и упала маршрутка. Стекло треснуло. Сколько метров бусик прокатился по асфальту, столько и мою руку тащило по осколкам. Но в суд я подавать не буду. Со слов очевидцев и судя по видео с камер наблюдения, в случившемся виноват именно водитель маршрутки. Он нарушил ПДД, проехал на красный. Он говорит, он не заметил светофор, так как было многолюдное место. И даже у него по видео даже не заметил, что у него тормозной пост есть. Даже не тормозной, проехал.
В настоящее время назначена судебно-медицинская и техническая экспертиза. Обе автомашины поставлены на штрафстоянку. По медицинским свидетельствам оба водителя автотранспорта в трезвом состоянии. Куда так спешил водитель маршрутки, что пролетел на красный, узнать не удалось. Мужчина после случившегося на работе не появляется. Компания-перевозчик Микин от комментариев отказалась до выяснения всех причин происшествия. Но там говорят, что их работник себя виноватым не считает. В УПМ готовится направить в эту фирму очередную проверку. Ведь на счету этого частного перевозчика, как выяснилось, достаточно много нарушений. В конце марта на линию руководства выпустило маршрутки без техосмотра. И этот случай на улице Шабдан-Батыра в сентябре прошлого года тоже связан с вышеупомянутой компанией-перевозчиком. Водитель 138-й маршрутки не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся. Его протащило 50 метров. В микроавтобусе находилось 9 человек. Согласно результатам трассологической экспертизы, водитель передвигался со скоростью не менее 100 км в час. Одной из пассажирок, Тактакан Раимбековой, тогда ампутировали руку. А лихача суд приговорил к 4 годам колонии поселения. Я не сплю ночами и до сегодняшнего дня испытываю постоянные боли. Через день приходится колоть обезболивающее. После травмы обострилась гипертоническая болезнь. Стала развиваться сердечная недостаточность, аритмия. От такого количества лекарств болит и печень. Когда я работала швеей, получала в месяц 30 тысяч сомов. А сейчас я работать не могу. Больше всего я переживаю за моих дочек. Им обеим учиться надо. А где мы теперь возьмем денег на их контракт? Как замечают врачи, количество ДТП с участием общественного транспорта растет с каждым годом на 5-10%. А жители столицы уже прозвали поездку на маршрутках русской рулеткой. Ведь неизвестно, останешься ли ты живым и невредимым после очередной поездки. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС. От 12 до 20 лет получили обвиняемые в организации плана по насильственному захвату власти. Сегодня Первомайский районный суд Бишкека вынес решение в отношении 4 подозреваемых. Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов приговорены к 12 годам колонии усиленного режима. Эрнста Карыбекова в совокупности осудили на 20 лет с конфискацией имущества. Он также обвинялся за введение подрывной деятельности в сфере водно-энергетического комплекса в интересах другого государства. Дастана Сырыгулова осудили на 4 года, 3 из которых условно. Уголовное дело в отношении так называемых членов Народного парламента ГКНБ возбудило 12 апреля прошлого года. Чуть позже им предъявили обвинения по статье «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти». Алмазбек Атамбаев сегодня встретился с министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром. Президент и глава индийского внешнеполитического ведомства обсудили планы по организации в Кыргызстане международной конференции с участием лидеров мусульманского духовенства. О том, что она пройдет в нашей стране, Алмазбек Атамбаев договорился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди еще в рамках государственного визита в эту страну. Сегодня глава нашего государства отметил, что конференция должна явиться эффективной площадкой для обмена мнениями по вопросам развития ислама, противодействия религиозному экстремизму и радикализации. Президент Алмазбек Атамбаев намерен принять серьезное решение по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Сооронбай Джейнбеков, выступая на заседании парламентской коалиции большинства. По его словам, проблемы возникли из-за того, что ремонт автотрассы был начат без проекта. Премьер отметил, что президент в ходе одного из своих зарубежных визитов изыскал на реконструкцию этой дороги 1 миллиард сомов. На капитальный ремонт 100-километрового участка автотрассы требуется 6 миллиардов 800 миллионов сомов. Из-за проблем с финансированием работы, скорее всего, не будут завершены к началу туристического сезона. Тем временем долгострой вызывает возмущение жителей Сокульской области. Села, расположенные вдоль ремонтируемой дороги, могут остаться без поливной воды. Таштан Абдылдаев, житель села Черпыкты Исыкульского района. В рамках реконструкции автотрассы Балыкчи-Корумду в этом селе планируется строительство 11 мостов. Вся дорога раскопана. Сельчане беспокоятся, будут ли работы завершены к началу поливного сезона. Многие местные живут тем, что продают выращенные в своих садах фрукты.
Мы опасаемся, что к началу сезона полива они не успеют, а потом будет поздно поливать сады. В селе много пенсионеров и безработных. Что будет с ними, если урожай будет плохим? Да и вообще вся дорога раскопана, мы не можем заехать в свои дома. Сад Кубата-Байтикова как раз один из тех, который в этом году может остаться без полива. Плодовые деревья, расположенные в верхней части села, уже орошаются. Байтиков ждет, когда он сможет полить свои яблони и абрикосы. Он опасается, что если строительство и дальше будет идти так же медленно, как сейчас, его сад может остаться без спасительной влаги. У меня есть огород, у остальных тоже земельные наделы расположены на окраине села. Мы сейчас даже при желании не можем пустить воду в арыки, так как мосты еще не закончены. Вот смотрите, только половина труб закопана. Что нам делать? Не знаем. Если местные жители беспокоятся, что из-за ремонта дороги могут остаться без урожая, то водители жалуются, что на ухабах и рытвинах их машины часто ломаются. Саякбай Абдыбеков уже много лет ездит по этой автотрассе. Он считает, что ради реконструкции не стоило полностью разрушать старую дорогу. Раньше до Балыкчи доезжали за час, а сейчас на эту дорогу уходит 2 часа. До этого дорога хоть и была узкая, но асфальт был ровным. Если работа и дальше будет идти так медленно, с началом туристического сезона начнутся пробки. В прошлом году заторы были от Чоктала до Долинки. Даже в Бишкеке таких пробок не было. И ДТП здесь много случалось. По первоначальному плану реконструкция участка дороги в 104 километра стоимостью в 6 миллиардов 804 миллиона сомов должна была завершиться еще в прошлом году. Но из-за проблем с финансированием дорога не завершена до сих пор. Для завершения реконструкции необходимо еще 5 миллиардов 300 миллионов сомов. В ближайшее время ожидается, что правительство выделит около 1 миллиарда сомов. Работа продолжается, мы все контролируем. Завершится реконструкция в этом году или нет, все зависит от финансирования. Проблемы с реконструкцией автодороги накануне начала турсезона и жалобы местного населения рассматривались на выездном заседании парламентской фракции «Республика Атадют» в городе Каракол. По итогам обсуждения депутаты решили поставить перед правительством вопрос о скорейшем завершении работ. Мирджан Балыбаев, Айбек Бибосунов, Аскат Ибраимов, НТС, Исыкульская область. Усилить ответственность подрядчиков, строящих и ремонтирующих республиканские дороги, предлагает группа депутатов. Поправки в закон об автомобильных дорогах предполагают увеличение гарантийного срока их обслуживания. Ведь для страны, в которой более 96% перевозок осуществляются автотранспортным путем, это настоящая проблема. Когда стратегические магистрали или внутригородские дороги рассыпаются уже после года эксплуатации. Нередки случаи, пока одни строители кладут последние километры дорожного полотна, другие уже ремонтируют те, что были уложены ранее. Такая ситуация сложилась на дороге Бишкек-Нарын-Торугард. Отметим, что трассу еще до сих пор не закончили. Осталось 93 километра. Во-вторых, от отремонтированных участках периодически появляются дефекты. Это отрезок дороги Бишкек-Нарын-Торугард, реконструкция которой до сих пор не закончена. Однако на дорожном полотне уже есть дефекты. Приказ о начале строительных работ был издан в конце 2013 года, а сами работы по реабилитации стратегической трассы начаты в 2014 году. Общая протяженность дороги – 539 километров. На сегодняшний день осталось достроить 93 километра на участке с 272 по 365 километр. Для этих целей ранее был взят кредит в $45 миллионов, а подрядчиком стала китайско-кувейтская компания «Копри Синохидра». Я бы хотел сказать, что это прошлогодняя фотография. В связи с тем, что дорога находится на гарантийном периоде обслуживания, значит, в течение года подрядчик за свой счет будет устранять те неполадки, которые есть на этой дороге. Но этот участок, я еще раз хочу повторить, еще в прошлом году, в связи с тем, что были нарекания, значит, дорога сделана, и сейчас она практически в идеальном состоянии. По плану автодорогу должны были закончить до конца 2016 года. Однако в Минтрансе отмечают, из-за погодных условий сроки были сорваны. И теперь закончат строительство только ближе к 2018-му. Когда реабилитация дороги была лишь проектом, Таланту Садакбаеву предлагали стать членом тендерной комиссии. Однако он отказался. По его словам, уже тогда было понятно, что, отдав предпочтение компании, которая берет за услуги наименьшую сумму, качественную работу ждать было бессмысленно. Компания не только должна построить, она должна еще прибыль получить. Она же не будет только чтобы построить или за свой счет, чтобы построить. Она будет смотреть, чтобы максимизировать прибыль. Соответственно, это может быть более дешевое оборудование,
по изготовлению там, асфальта, заводы там, с меньшим количеством датчиков или еще меньше контрольных параметров, которые проводят. В Министерстве транспорта отмечают, что ежегодно проводят ремонтные работы 125 километров дорог по всей республике. В данный момент во всех областях делают ямочный ремонт. Однако это вовсе не значит, что дефекты будут устранены. Ремонт зачастую делают как попало, на скорую руку. Яркий тому пример – ремонт дороги в Суклукском районе Чуйской области. На нем сотрудники дорожной службы латают ямы, даже предварительно не осушив их. Вот так у нас дороги делают, вот так вот. Смотрите, слякоть, грязь. А они что делают? На воду выливают вон смолу. Более 96% перевозок осуществляется автотранспортным путем. И это при том, что качество многих дорог оставляет желать лучшего. Потому группа депутатов предлагает внести поправки в закон об автомобильных дорогах, направленные на то, чтобы гарантийный срок обслуживания этих самых дорог был увеличен. Для новых – до 5 лет, для отремонтированных и реконструированных – до 3 лет. Документ уже вынесен на общественное обсуждение. С введением этого закона я не скажу, что все проблемы будут решены, наши дороги будут всегда в таком хорошем состоянии. Нет, конечно. Но это увеличит и гарантийный срок обслуживания, то есть, значит, увеличит ответственность непосредственно подрядчика. Он уже будет при ремонте использовать более, допустим, там, качественный какой-то материал. Если не усилить ответственность подрядчиков, государство так и будет закатывать деньги в дырявый асфальт. А деньги, отметим, немалые. 28% от внешнего долга страны, который составляет почти 4 миллиарда долларов, приходится как раз на строительство и реабилитацию дорог республики. Екатерина Ступкина, Бакыт Кашалиев, НТС. И в снег, и в дождь он всегда на коне, учитель нашего времени. Четверть века Кенишбек Шоруков из средней школы села Джилдыс учит детей точным наукам. А для того, чтобы передать свои знания ребятам, ему приходится преодолевать десятки километров. Каждый день, вот уже 27 лет, он садится на лошадь, несмотря на непогоду или даже плохое самочувствие, и отправляется на работу в школу. О сельском математике, преданном своему делу, наслышано не только в соседних селах, но и жители многих районов Иссык-Кульской области. Лидер республики Атаджурт Омурбек Бабанов в ходе выездного заседания фракции также встретился со знаменитым в тех кругах педагогом. Депутат высоко оценил вклад учителя Шорукова в систему образования, поставив его неподдельный патриотизм и любовь к профессии в пример подрастающему поколению. Учитель Кенишбек Шоруков – житель села Долон Тюбского района. Однако работает он не то что в соседнем селе, а в соседнем районе. Чтобы добраться до рабочего места, каждый день вот уже 27 лет мужчина преодолевает 2 десятка километров. Как говорят коллеги Кенишбека Шорукова, ежедневное путешествие на лошади занимает у него около 2 часов. При этом никто в этой школе не припомнит, чтобы математик Шоруков хоть однажды опоздал на урок. Неплохая погода, небольшое расстояние – для этого учителя не преграда. После окончания вуза он сразу устроился на работу в село Джилдыс учителем математики. С тех пор Кенишбек Агай ни разу не поменял место работы. Были времена, когда заработную плату нам выдавали чайниками и пиалками. В перестроечное время не уделялось внимания профессии учителя. Но сегодня отношение к работе преподавателей сильно поменялось. Учителей начали уважать и по достоинству оценивать их нелегкий труд. Приезд Омурбека Бабанова в одну из сельских школ Иссык-Кульской области стал большой неожиданностью как для преподавательского состава, так и учеников. В этом классе как раз проходил урок математики, который ведет Кенишбек Шоруков. Познакомиться с местной знаменитостью и поблагодарить его за самоотверженный труд лидер фракции Республика Атаджурт решил лично. Так, По словам Омурбека Бабанова, Кенишбек Шоруков – пример для подражания не только для работников сферы образования, а для страны в целом. Вот с кого нужно брать пример. Как только я узнал, что этот человек проезжает верхом на лошади 20 километров, то я решил для себя, что непременно должен встретиться с ним. Вы яркий пример человека, который действительно любит свою профессию и предан ей. Я очень рад, что познакомился с вами. Как выяснилось, встречу с известным учителем Омурбек Бабанов планировал уже давно. И, пользуясь случаем, депутат пообщался с его учениками. Выпускникам Омурбек Бабанов дал отдельные советы, отметив, что выбор профессии в жизни – это самый главный шаг, который не терпит ошибок.
После того, как закончите школу, поступайте в тот вуз, в котором вы сами хотите обучаться. Выбирайте ту профессию, которой лежит душа, которую чувствуете сердцем, ту, что подходит именно вам. Ведь с этой профессией вы дальше пойдете по жизни. Если вы найдете себя как ваш учитель, проработавший, несмотря на трудности, 27 лет, то вы будете счастливыми людьми. Ваш учитель каждый день преодолевает на лошади такой длинный путь, но продолжает любить свою работу. Вместе с тем, это и большая ответственность. Желаю, чтобы вы подошли к выбору своей будущей профессии, руководствуясь сердцем. Лидер Республики Атаджурт отметил, что правильный подход учителя к своим воспитанникам, хорошее отношение к ним – залог достойного будущего для страны. По словам народного избранника, за будущее образование в Кыргызстане можно не беспокоиться, когда есть такие преданные своему делу педагоги, как Кинишбек Агай. Алексей Немашкал, Айбек Бибосунов, Асхат Ибраимов, НТС, Иссык-Кульская область. В минувшую субботу, напомним, завершились национальные конные игры в честь 90-летия Иссык-Кульского племенного конезавода. Соревнования проходили по 10 разным дисциплинам. Победителям были вручены денежные призы и ключи от 7 автомашин. На юбилей старейшего в стране конезавода были приглашены депутаты Джугурку-Кенеша и члены правительства. Пожалуй, самый ценный подарок коневодческому хозяйству преподнес лидер парламентской фракции Республика Атаджурт Омурбек Бабанов. Он подарил конезаводу одного из лучших своих скакунов. О празднике на берегу Иссык-Куля расскажет Алексей Немашкал. Коневодческое хозяйство номер 54 в Чолпоноте отметило свое 90-летие. Создавался этот племенной конезавод в далеком 1927 году. Посчитать, сколько за прошедшие десятилетия из него вышло породистых племенных скакунов, не хватит и эфирного времени. В честь знаменательной даты на Чолпонотинском ипподроме были организованы праздничные соревнования по национальным видам конных игр. Скачки проходили несколько дней. Общий призовой фонд состоял из 7 автомобилей, а также ряда денежных призов. На очередной игровой день юбилейных скачек прибыли представители правительства и Джугурку-Кенеша. На официальной части с поздравительной речью выступил вице-премьер-министр Джениш Разаков. Он передал поздравления от лица всего правительства. Это хозяйство прошло великий путь, ведь оно существует почти на протяжении целого века. Иссык-Кульский конезавод номер 54 был одним из самых эффективных и знаменитых во всем Советском Союзе, а его скакуны регулярно занимали призовые места на конно-спортивных состязаниях. Депутат Джугурку-Кенеша, лидер фракции Республика Атаджурт Омурбек Бабанов приготовил для племенного конного хозяйства особо ценный подарок – породистого аргымака. Этот скакун по имени Айландер не раз забирал главные призы различных международных соревнований. У нас в народе говорится, что конь – это крылья джигита. Если джигит потерял своего коня, значит он потерял и свои крылья. Желаю нашему народу всегда оставаться на коне. Я, как кыргызский джигит, тоже увлекаюсь лошадьми. А по случаю столь важного события я хочу преподнести в дар государственному племенному конезаводу известного аргымака Айландер One. Многие помнят, как этот аргымак особой породы приносил немало побед. Сегодня я дарю его именитому конезаводу. Желаю, чтобы Айландер и дальше прославлял имя этого конного хозяйства. После завершения официальной церемонии лидер Республики Атаджурт Омурбек Бабанов присоединился к зрителям на трибуны. Вместе с болельщиками он с интересом наблюдал за игрой. А борьба за главные призы, надо сказать, развернулась не на шутку. Один из скакунов Омурбека Бабанова стал первым и завоевал гран-при соревнований. Двое других его коней также завершили скачки с хорошим результатом. По окончании скачек все машины и денежные награды нашли своих обладателей. Радости победителей не было предела, а этот праздник принес хорошее настроение не только участникам соревнований, но и многочисленным зрителям. Алексей Немашкал, Айбек Бибосунов, Асхат Ибраимов, НТС, Иссык-Кульская область. Частные телеканалы будут размещать материалы агитационного характера во время выборов, как и прежде. Об этом сегодня официально заявили в Центризбиркоме. В качестве оправдания там пояснили, что ситуация, дескать, была неправильно истолкована и никакого голосования вовсе не было. А предложение Гульнары Джурабаевой не больше, чем мысли вслух, которые она высказала в ходе заседания.
На незаконность этого запрета указали многочисленные юристы, и в том числе в Институте омбудсмена. Похоже, лишь после шквала аргументированной критики в адрес Центра избиркома его членам ничего не оставалось делать, как признать свою неправоту на тот счет, что и частные телеканалы в утвержденном законом порядке имеют полное право зарабатывать на предвыборной агитации. Инициатива запрета размещения агитационных материалов на коммерческих телеканалах вызвала немалый резонанс в журналистском сообществе. Пока члены избиркома руководствуются благими намерениями защитить зрителей от многочисленных роликов с обещаниями кандидатов, частные телекомпании опасаются значительного сокращения доходов. Для них государственных каналов средства от рекламы – единственная возможность существовать, не только платить зарплату, но и создавать передачи собственного производства. Последнее, к слову, одно из требований закона о телерадиовещании. Однако уже сегодня Центр избирком поспешил озвучить иную интерпретацию своей скандальной инициативы. Такое предложение было, но мы не пойдем против конституционных норм. И вообще у нас в Центр избиркоме нет полномочий что-то запрещать. Мы не можем одним телеканалам дать привилегии, а другим нет. Стоит отметить, что в Институте омбудсмена, орган в чьи обязанности входит как раз следить за соблюдением прав, гарантированных законом, причем не только людей, но и организаций. Предложения членов ЦИК не поддержали. Так, юристы наблюдательного органа считают, что подобное заявление противоречит всем конституционным нормам о свободе слова, а также ущемляет права граждан в вопросе выбора тех программ и телепередач, которые они считают наиболее интересными. Данное предложение недопустимо, так как оно является ущемлением прав. Следует отметить, что для уважения прав и свобод человека-гражданина в Кыргызской республике является основным и необходимым условием для создания правового и демократического государства, а также развитие и создание таких площадок равных, и равных условий может способствовать и содействовать только проведению чистых и прозрачных выборов. Вероятно, грядущие ограничения беспокоили и руководителей телекомпаний. По мнению директора одного из частных телеканалов Айбека Турдалиева, подобные запреты – это первый шаг на пути к тотальному контролю над деятельностью СМИ. Кроме того, запрет агитационных материалов может негативно сказаться и на самих кандидатах. Ведь ни для кого не секрет, что участники предвыборной гонки не меньше телевизионщиков заинтересованы в том, чтобы появиться в эфирах и частных каналов, с той целью, чтобы максимальное количество зрителей ознакомились с их предвыборными программами. Это не только ограничение в участии в президентских выборах частных телеканалов, это следующий ход к тому, чтобы уничтожить и закрытие частных телеканалов. Так как частные телеканалы являются носителем свободы слова, таким образом они как-то взаимосвязаны. Кандидат вправе выбирать телеканал, соответственно, его рейтинга. К примеру, в регионах есть частные телеканалы, которые у них рейтинги лучше, чем, к примеру, столичные, бишкекские телеканалы. Таким образом, ЦИК на чем основывается, это непонятно. Оказавшись в гуще событий, Центр избирком поспешил оправдаться. Сейчас инициаторы утверждают, что их предложение просто неправильно истолковали. А значит, что так же, как и прежде, частные каналы наравне с государственными смогут размещать материалы агитационного характера. Сабина Дамаскина, Манас Бакешев, НТС. Работа ветинспекции подверглась критике со стороны депутатов. Заслушав информацию ее руководителя о работе структуры, они пришли к выводу, что нужно срочно реформировать систему отечественного ветконтроля. По словам парламентариев, служба явно не дорабатывает по стабилизации эпизоотической ситуации. И как следствие, экспорт продукции животноводства по-прежнему закрыт. Впрочем, с такими выводами ветинспекция депутатов просит не торопиться. По словам главы ведомства, объединенной ветеринарной структуре нашей страны якобы завидуют и в России, и в Казахстане. А значит, результаты такой системы себя еще покажут. Но когда? Вопрос остался открытым. Тревожная эпизоотическая ситуация, нерешенные вопросы ветеринарии – все это, по мнению депутатов, может привести к плачевным последствиям не только в аграрном секторе, но и во всей экономике. Когда говорят о том, что соседний Казахстан до сих пор не снял ветконтроль, и поэтому наши животноводы не могут экспортировать свою продукцию в страны ЕАЭС, причину всех бед, по словам Экмата Пайпахпаева, надо прежде всего искать внутри страны и только потом пенять на внешние обстоятельства. По данным Международного эпизоотического бюро, в 2015 году среди населения Кыргызской республики было выявлено 900 случаев заболевания бруцеллезом.
19 сибирской язвой, 2 бешенства, 1134 экинококосом. Да. Есть тенденции по уменьшению бруцеллеза, но в целом ситуация с болезнями животных и человека остается напряженной. Поэтому нынешняя система ветконтроля, по словам Байпахпаева, нуждается в срочном реформировании. Ветинспекция сегодня возложила на себя функции как проверяющего органа, так и исполнительного, а результат в итоге фактически нулевой. Там написано, ветеринарная инспекция наша, ветеринарной фитосанитарной безопасности, в своем положении сами исполняют все объем ветеринарных работ и услуг, сами себя проверяют, сами отчитываются, что является прямым конфликтом интересов, на мой взгляд. При этом размыта ответственность уполномоченного органа. Если посмотреть положение, я посмотрел, там буквально абзац всего ответственности. Получается, кто же тогда будет отвечать за надлежащую профилактическую ветеринарную работу в республике? Но глава ветинспекции с этим не согласен. Как уверяет Калысбек Джумаканов, если бы в стране, как в советское время, была армия государственных ветеринаров, вопрос бы был снят автоматически. Но их сейчас нет, есть только частные, а значит и ответственность за ситуацию лежит на них. Частные ветеринары являются сейчас основой ветеринарной системы. Именно частные ветеринары проводят работы по лечению, вакцинации и так далее. Поэтому мы сейчас переводим некоторые функции частным ветеринарам. А кто будет проверять качество вакцины? Ветинспекция. Значит, вы сами себя проверяете? Мы же тендер проводим, это уже сам по себе контроль. Вот вы говорите, что частные ветеринары ставят диагнозы. Я вам скажу, что они диагностировать не могут. А даже если и умеют ставить, то не отвечают за это. Частный ветеринар никогда не будет отвечать за профилактику и лечение. Когда речь идет об ответственности, они убегают. Они не хотят заключать договора. Когда им говоришь о вакцинации и ответственности, если, к примеру, после его работы возникает вспышка ящера. Для того, чтобы содержать армию госветеринаров, потребуется до 800 миллионов сомов. Таких возможностей у нашего бюджета нет. Само по себе это неправильно, чтобы госветеринары лечили частный скот. Это опять путь к иждивенчеству. В Казахстане и России они сохранили госветслужбу, но у них повсеместная коррупция, поэтому они на нас смотрят, хотят изучить наш опыт. С другой стороны, да, вы правы, нет пока от нашей системы результатов, но мы на пути становления. Надо нам дать время. Вы знаете, в свое время мы были раздельны. Ветинспекция отдельно, ветдепартамент отдельно, и везде у нас каша была. Службы винили друг друга в неисполнении своих функций. На этом обсуждение темы уже продолжилось без прессы. Судя по тому, что депутаты попросили выйти журналистов, эпизодическая ситуация кажется действительно очень тревожная. Манас Айчгитов, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Это была последняя информация в выпуске. Мы по-прежнему продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на вашем канале. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго. До свидания.